Bolt Hunting Simulator, нет. Что будет в обновлении? Лодка это наша гордость. Мне кажется, ни в одной игре такой лодки нет. Как это работает вообще? Что-то уток не так много. 0 0 рублей мы вложили за рекламу. Екатеру. ЕКТ же закрылся, да? Мы теперь другая компания. Хастил iki ңар жүрдім. Кенгар, ага. Хаңлақтен болды, да? Наборда. Нормально. По себестоимости и на Ахтахана, наверное. Ну да, деликатес по. Бэр. Бүгін башы жестко болдыр бітте. Башы шалбағынан қама ғыртын деймін. Тақы Мортобробка он, да. Но, блин, балерины тогда кем. Ты на нас труда кем. Вася. Хана 202 года хана, да. Ханнара кварталга хан. Центрга. Тында. Күнін лоғаттар, әйтін кітары әтәңге подкаст, мен атым Айдын аты, онна менің кітары оларар Петров Владислав болдағына мен білетін екі тұру, халай ачыда дем болған бұда, онна компьютерный ойну бұлчытта. Болт дені ойну бары бұқаға. Онна бұдақ болдақытына істейіп болдақыт, қандара көрбіп болдақыт, мен бәйәмеме Steam'ga var dihanavdan bastan. Çon burada Steam'ga var dihanırı bit. Kazısı buka player'gar. Takıvda onun ulat bullağına bihige bu etenge podcast'ı bastıkı kinetten biletoq kine eygete hoq manna olehin tam bu etenge podcast bit etenge kangir diye kurduk. Ondan bu haqa çatı man saxaga manlık şey bana hırdık karıyla kamsanar çatırgıtta o senen biz yakpin ona yakabilehin yakpin mağaravan olehin tam bu podcast'ı orada bu ondan tabu siyamıştan grupaga bu manlık kalbit jonga çatırga bara gitgar bakan maqtal ondan tam bugün şey bay kaseti bolava diyen elenebin. Hatta. Все, махтал. Надеюсь, зрителям будет интересно послушать немножко другую тему, да? Ага, оннан мындык сахалын чалы касети болога, анандык токтабакка. Ол бу комментарийге оны мана хуриаякы того сахалы ондык маны кенден колу бараттан хим бир токпа булады. Алас чым бар, оннан булат сахалы тахин хаңараматта. Саңаравын гынан баран тох профдеформация ден бар. То где-то кана IT-га уже получается 8 лет, больше 8 лет я работаю. И, по работе часто работаешь с московскими, допустим, сотрудниками, с международными какими-то там. И поэтому проще в работе изъясняться на русском. Он это битин нерингрига улаттаганда. Усколаны нерингрига битер битим атак. Он бирклага. А так то холор бутум максолахы кратыколор бутум тецил. Онтон тохы көспепет. Нерингрига анны битер битим усколы. Оны класс бар бир кире сахалы саңарады. Мен оны бир кыз юледен. Оны битте оны кинде сахалы саңарбат. Сахалар марадлер гынан баран. Не актуально да. Вообще не актуально. А так бен хаңлас. Бям хаңласпын, бул нефтахпын. Дебар. Хаңластар. Ол гутун карам бен. Ида Екатерина туһунан кылдык хапсара усала. 2015 сылга келбитим. Синетка. 10 декабря келбитим. Синетка. Он сразу тох еда ЕКТ проекты бербиттер меха. Чолорго примерно чай беян ресторан бар этонна. Ресторандар доставкалар. Он тох образцой сагосата функционала. Начал заниматься им. И вот всякие там акции придумывать. Маны киндахана акции баута бар, типа, 1+1 3 там и так далее. Уже бары билдер, что такие всякие акции есть. Вот тогда их, если и были, то их было очень мало. Да. Вот, а потом их вообще куча стало. Там бир акция, которая это панда и журавль, оплата карта один. Он ведь вот. А потом появилось, альбахтер. Иди сайт эрдаганаду приложение нанда. Приложение бар это уже, только руку версия это. Вот брин версия это уже такая средняя. Он и билин сама версия на руйдугля вот. Руйдугля? Рисуем дизайн версии с нуля перерисован. Эти сайт корбитунг бутта. Вот сайт, он более-менее обновленный, в принципе. А сейчас приложение, оно чуть староватое, поэтому перерисовываем, новую версию делаем. Там уже будет онлайн-оплата картой и так далее. Нужно будет карту привязать.
Мен холобура туттубат этим. Аны төһөл банчан туттары. Альбях. Вообще, ну, как сказать-то. Сыпралары кайнет яхан хапту хох. Это но много. М. Вот. А так, конечно, люди заказывают через разные каналы. Кто-то там Инстаграм, 2GIS, там, и напрямую эвитер. Эти доставкалар бәлері әме тоқтақтыр, сұрықтыр. Сайт-бар, приложение. Онымен заказтылар, там бонусные системы и всякие и так далее. Если установки смотреть, да, просто по скачиваниям, ну там больше 300 тысяч 100% бар. И, ну, скорее всего, еще больше. Мы в какой-то момент перестали следить даже за этим. Потому что постоянно хачайдылар, но у тебя память заканчивается, удаляешь, потом заново восстанавливаешь, допустим. Да, есть чуваки, которые, допустим, в январе скачали, заказали, потом удалили, и в июне еще раз скачали, вот, потом заказали, опять удалили. Вот, ну, просто паттерн людей у всех разный. Кто-то доставки заказывает там часто, кто-то редко. Тоннук там. болар. Тем более, только бранника холур закастыр. Очона типа эгиттен закасты бар фишката ден эха акциялар бахтар денду или кайдакта. Вот он, во-первых, все в одном месте, где хотя. Практически все рестораны доставки города есть там в этом приложении. Большая часть, ну, я думаю, 90% точно. Там Хьюстон, Тахса, Тухмарди. Вот. И там акции, да, все есть, получается. Типа бары бихига валлар ден. Антон бәгатер биле курьердар гытин баллар Нет, у нас курьерской системы нет. У нас система называется лидогенерация ден. Это когда ты просто отправляешь заказы в ресторан, они уже сами там решают, как его доставлять через там такси, там курьеров, там рагны бар. Вот. У кого заказов много, допустим, да, типа эти ям-ям, футбум, ну, крупники, да, у них заказов много. У них свой курьерский штат, даже машины могут быть свои. И у них это все на поток поставлено. Они там развозят заказы, закуп продуктов осуществляют, сотрудников развозят, там еще что-то. А те, ну, если это ресторан какой-то, Лухаридиха, и там объем заказов небольшой, они просто через такси отправляют и говорят, что вот заказ там 3000 рублей, плюс там, допустим, курьер будет 300 рублей. И все, типа такого. Вот, а своя курьерская система, это для одного города не стоит оно того, короче. И если масштабироваться, делать какую-то федеральную сеть, наверное, тогда есть смысл. Ну, много операционки, пока в ту сторону, наверное, не пойдем. И в Якутске у всех этих ресторанов доставок уже курьеры есть. Да, по идее, и как бы такой боли нету сильной, чтобы сейчас свою курьерскую Самый доставить. оптимальный вариант был банныктя. Ага, ну да, как бы вин-вин. Вот сейчас, а так, я знаю, что в Якутске есть стартапы другие, которые экспериментируют с курьерами. То есть они пробуют своих курьеров заводить, сумки там им выдавать и так далее. Вот, ну, не знаю, мне этот, там, по секрету инсайдерская информация тоже разная поступает, что курьерская служба будет скоро, ближе к лету, наверное, выстроена в Якутске. Не могу сказать пока кто, но я думаю, ну вот они на себя это, скорее всего, возьмут, доставку, а мы заказы будем генерировать. В принципе, тогда нормально. Это же тоже сфера такая, вот сейчас с нуля тебе скажут, курьерскую службу открой. Как бы, ну, на это потратишь год, наверное. Ну, просто полгода изучать надо, все нюансы там и так далее. Это очень сложно. Там текучка большая еще постоянно. Но. Если то пеший курьер дембалар-то. В крупных городах, Москва и Питер, там же не так холодно, как у нас. Поэтому круглый год как бы они. А здесь пешие курьеры, и как бы, ну, в декабре айкатовет. Ага, это почти нереально. Ну, они, может, есть, но я не знаю, там в соседний дом Регалян. И эти еще самокаты тоже. Самокаты, велосипеды, ну, как бы тут особо же не поездишь. Но, хоббуто. Блин, особенно. Самый интересный вопрос тем бир меха бастакандан туралите все-таки оню темата. Эти не было она булчот булт да? Просто булт хантинг симулятор ден. Эти тухунан каратык всяра то хайдах сагаламутай. Типа оню горам бихе хинден меха холовра корсун бихе типа хайдах оню оңран бихе хабид жаман өйбер да холовра. Тоқтан хагалыр даганы дени бибеппин холовра. Так, ну, товарыстахпын, жакаден, кини бәті орто халыма. Вот, примерно
13 жылға әме көхін кәлбетім анна қораққа. Мен әме 13 жылға тоқ көхін кәлбетім нерін кіреттім манна. Онна Эльдорадоға үлілер еті бітеккен. Мен охранниктер етім, онна кенет қайыр специалист сервисного обслуживания, ну, гарантийные случаи рассматривает. Вот, там подружились, и через пару лет выяснилось, что мы оба любим охоту, и типа, ну, поехали на охоту не было. Я его взял с собой на охоту вот в Хангаласский улус, вот в угодье. Кускатасты, да. Ага. Кустубардут. И получается так несколько лет ездили каждый год, весна, осень постоянно ездили туда. И параллельно я устроился вот в Синет, он тоже как бы, он самоучка, айтишник-самоучка, то есть он сам научился полностью кодить. Сначала занимался e-com проектами, ну это вот, то есть как в ЕКТ, то есть коммерческие проекты, сайты какие-то, приложения делал на заказ, в IT-компаниях работал в разных, а я вот в Синете. И как бы мы познакомились с миром IT, и вот получается, ну где-то пару лет назад мы вечером сидели у костра, вот получается на охоте, и за день до этого мы подготавливали место, то есть построили там дурды турордубут, манчук турордубут, все кютен орут, короче, он кустар олорбаттар, короче, а галлар он туре чалбахаваран олорна хеллер, короче, что за фигня день было вот кега. У них что-то программная ошибка, Дивин, короче, надо этот, давай свой симулятор сделаем и посмотрим, как они себя там ведут день было. Вот просто это, ну, пошутили, скажем тогда, и потом эта мысль засела у нас в голове. А почему бы нет, давай попробуем сделать. Он начал изучать движок Unreal Engine, ну, билям было, да? Да, истивитим мереди. Ну, Бары хайылы бат. да, много игр создано на этом движке. Он начал его изучать, и потом я тоже подключился. И ты барата кассаллака, онагас инда, онтагас? Нет, это... Сүрбе. Так, 22-й год. Бахтыр дағата. Ача онню инник түргеннен қолын хәпте. Тобига не вот, да? Ага, жарак эсенс. Да. Вот, я чуть позже подключился, когда он мне показал уже первые наброски. Вот, аласпыт, буманнык, типа, уютямит. Я такой, офигеть, типа, ты сколько это сделал, Димба? Он там, ну, там все, конечно, было топорно, не очень красиво, но все равно как бы. Я подключился тоже и начали вместе уже заниматься этим более серьезно. Вот, он первое время совмещал с работой со своей, потом уволился и полностью ушел в этот в проект. Ну, а я на себя взял как бы финансирование. Вот. Получается, там сейчас как ну, с зарплаты там еще откуда-то все, ну, деньги туда сейчас направляю. Вот это сейчас основная статья расходов моих получается сейчас. Вот. Делали, а потом такие, типа, надо потестировать им было. Бырбыт уллары гынна так. Хаян бехетта, таргатан бехетта. Давай. Хеканада, блин, уллалы. Ким хевек булаката калын гыты манна. Да, я финансы, ну, а Жека, он создал искусственный интеллект вот в этой игре. То есть сейчас в игре каждая утка, каждая птичка обладает, скажем так, своим разумом, и у нее есть свои потребности. Кас бидида. Да. Типа это стаянна ним ботах, кили им ботах я. Нет, нет, каждый. Ага. Вот. Ну, мы над этим больше всего работали. Вот потом люди спрашивают, типа, а будут новые виды ружей там и так далее. По идее, это вообще ерунда, вот это сделать. Новое ружье, там, новый камуфляж там. Вот самое главное, что мы делали, это вот искусственный интеллект. Мы назвали это Баянай, вот этот искусственный интеллект нашего мира, который генерирует этот мир, им управляет. Вот. Когда игрок появляется на карте, все животные на карте появляются одновременно вместе с ним. То есть это не как в играх, где... Да, они подгружаются постоянно. Это такое есть даже в очень крупных проектах на самом деле. И это иногда раздражает. Кажется, что, блин, ну настолько лень, что ли, было сделать по-нормальному. Вот. И мы вот решили так сделать. И поэтому мы когда в апреле... Год прошел, кстати, ровно. У нас вот день рождения, можно сказать. Да. В апреле прошлого года релиз был. Мы вот зарелизились, ребята играют вот на ВК Play, оставляют комментарии, там подкаст, стрим. Вот. И говорят, что-то уток не так много.
Должно быть больше 9 уток. Но мы потом в режиме разработчика Киревит смотрим, и есть утки, просто не там, где охотник Бұл ходит. баттар де. Да, а там был баттер, короче. Время суток, допустим, разное, там еще что-то. Их активность тоже, разная. Сангарбаттар там днем они особо, не разговаривают. Вот, и мы такие... Там одновременно, вот на карте, 100 уток. Это достаточно много для относительно небольшой карты. Она у нас, по-моему, где-то 3 на 3. 3 километра на 3 километра карта. Ата қастен болары, изгада. Қас гаден болары. Де олқан хері? Изгада? Изга хиддақын, онны сүйіз кіс бар да. Бывает такое, что идешь и такой, типа, что-то уток нет, и такой берешь, отвлекся на телефон, и тут стая уток пролетает. Жина ходук тебе будут тебя. Да. И, кейсы такие есть. Он тут угнан кальбетта, типа, маногуна не. Вот, манков пока не было, но, то есть в игре их пока нет. Вчера мы ходили в студию звукозаписи и записывали звуки духовых манков. Здесь в Якутске есть компания, Кынат называется. Они производят манки здесь сами. И мы с ними заколлабились, вот, и он записал для нас звуки манков, и они будут уже в игре в следующем обновлении. Прикольная история на самом деле, потому что мы в прошлом году осенью ездили на экспедицию, на охоту, и там получается, Жека говорит, я взял новый манок, типа канадден, я такой, окей. И потом на следующий день мы пошли на охоту, на рейд, да, и стая там взлетела, и он их подозвал, развернул, получается. Они такие, типа, работает. Вот. И потом приехали в город, я нашел в Инстаграме, и им написал, типа, вот у нас игра Булт, давайте, может, встретимся, познакомимся. Мы встретились, Василий День, основатель, получается, и он говорит, а я, кстати, играю в вашу игру тоже, типа, мне нравится. Он мне 1 января фотографию отправлял, как он 1 января. Аннюлар, короче. Люди там салаты доедают, еще что-то, либо там вообще спят, лежат. А он 1 января сидит, играет. И мы такие, все, тогда как коллабимся. На безвозмездной основе полностью, потому что нам нравится ваша продукция. Мы сами ей пользуемся. И давай делать. И мы сейчас в игру добавляем эти манки. И там будет такая непростая механика. Нам надо будет попадать в такт звуку. То есть там если и ровно в такт. Баттатлых пунана, чувствительных пунана, да. И там есть очень сложные звуки, которые... Типа маньягонга тымны кейинде кудuk тебя, умсаккайна тымны тебя. Да. Вот, и вчера мы записывали, и когда он воспроизводит этот звук, мы сидим такие, а как это нажимать? Типа, посмотрим. Я думаю, мы сможем придумать так, чтобы это было возможно. Не будет такого, что вообще это там маныкал глубоко, конечно. Это типа простой бабата, типа умсак звуком батара. Нет. У нас... Типа философия Да, у нас жанр, мы именно симулятор. Есть допустим, Need for Speed, да, это там один жанр. Есть там Gran Turismo, это другой жанр, допустим. Мы тоже... Нам не надо идти в аркадный жанр, потому что в аркадном жанре игр про охоту достаточно много. И они, в принципе, неплохие. Хорошие игры есть с мультиплеером, в которые мы там тоже иногда с друзьями зависаем. Антон, колас кимете куртоба коластах бахатады. YouTube как орбитинг, да? Бахалага. Был рекламный, это просто ролик. Мен кярди ханауты, мен хараза. Говорю, мен кярди. Первый голос мы, не хочу рассказывать, но, скажем так, это, наш свой. Беатки. Да. Он профессиональный актер им. А второй голос, который записывали, это, я не знаю, как его зовут, честно скажу. Это у меня мама, она музыкант, я ее попросил. Да. Он кемере был бута, он еще байт хаявты. И мы потом на этот. Антон атмосфератан, звук природы, там, бартну стуку, то я бы там интернетка варда. Интернетка, если попытаешься найти сейчас, типа там, звук, там, самки свезя, допустим. Ты найдешь его, но на фоне будет много чего еще. Там будут еще птицы какие-то говорить. А прям чистый звук надо в основном записывать самому. Это может быть подсадная утка какая-то, да? Разводят же подсадных уток. Можно ее взять, попробовать записать.
Ну, либо прям на природе сесть где-то у озера надо, вот Ота хенник кымыкыта. ГМП, да. А. И из-за этого мы столкнулись с трудностями, потому что есть посторонний шум, и микрофон, он записывает, ну, типа, вот такую, ну, шум какой-то, все равно есть посторонний. Всяко разно пытались, но, Тох техника остават его, типа профессиональная года. ну, полупрофессиональное. Что-то мы заказали там, ну, Типа маны гудыкта. ну, что-то похожее, наверное. Там, я не знаю, ну, в пределах 100 тысяч, по-моему, она стоила, может, 150. Ну, все вместе. Вот. И на это снимали, но мы смотрели, на что записывают ребята из Nat Geo Wild или Discovery, и там, условно, эти микрофоны, они по там, 4 миллиона рублей, 5, и, ну, мы такими бюджетами сейчас не обладаем бы. Потом саха фильм. Звук. Аллаба. Нет, ну надо же это вести туда на природу, и там Ну, это где-то тарендалы. поймать. А. Это очень сложно. Постоянно баран кытыба болна. Да. И они же еще толпой прилетают, и начинают толпой говорить. А надо же, ну, одного записать. Вот. Ну, там много чего, но мы всяко разное пытались. Ти олехен итлахун тэхэр дагы хадагы. Вот, и мы вот в мае месяце, через месяц тоже у нас 2 экспедиции. Одна вот в Хангаласский улус, вторая, я очень надеюсь, что мы полетим на Колыму. Вот, нас туда зовут, нас там ждут. Оказывается, у нас там тоже есть фанаты. Вот, и, соответственно, ну, друзья Жеки, там, они увидели в Ютубе такие, типа, офигеть, короче, сразу. Позвоним, говорят, Каль, типа, все организуем, нормально встретим. Мы такие, ну, на самом деле, я думаю, мы должны туда полететь любой ценой 9 кубиков, потому что, ну, мы делаем игру про якутскую охоту, если мы не Чувствую доходно. Да. Ну, он-то как бы знает, но я нет. Я должен именно туда как бы слетать и посмотреть, что такое охота вот на Колыме. Вот. Ну, это надо лететь туда недели на 2. Вот сейчас я решаю вопрос, как мне с основной работой. Вот. Ну, там надо дела, там как-то все это оптимизировать. Антон, айылгата жестко хахалыты. Ти манды казка тюран кайгыту. Ну да, референсы берем, получается, с мест, где мы сами бывали. Вот. Ну, а так в будущем, я думаю, мы там поездим по улусам, приметим какие-то классные места и уже на основе их будем там генерировать карты. Один в один делать там, ну, может, не всегда будем. Где-то, может, там... Кадах надо, манды казка тюран, то это манды 360 бартын манды устан. Ну, по-разному. И так. Потом, ну, снимки со спутника тоже смотрим, там расстояние ну, там как бы просто шагами мерить-то не очень, поэтому берем этот снимок спутника, там расстояние вот здесь такое-то, вот здесь такое-то, ну и примерно вот как бы пропорции соблюдаем. Вот, ну, какие-то вещи мы тоже сами фотографируем, там, допустим, часть деревьев мы сами фотографировали и из них делали, потому что условно купили там пакет ассетов. Это, ну, вот ты покупаешь пакет, и там внутри, там, допустим, типа деревья. Мастер-баллер. Да. Вот, я ставим, они такие, ну, это что-то как-то она не так смотрится же, давай может, свою сделаем. И вот, ну, деревья мы сами делали, вот это точно. Траву местами тоже сами делали, вот особенно возле озера, когда она чуть повыше уже такая желтая. Вот цвет еще тоже хотелось, чтобы он, ну, прям вот как у нас был. Тоже. Может, где-то в мире еще есть такое, я не знаю, не так много где был, да. Вот, но то, что было в интернете, в основном как бы не совпадает немножко визуально. Придирались, короче. А какие-то вещи, да, можно взять, допустим, ассеты в интернете, там что-то. Не знаю, ну, кастрюлю можно взять. Или там ютямарвата, ну, там, ну, вот бревна. Их тоже можно, в принципе, взять и сделать. Как бы это не критично, наверное. Но, рассказать. Эти кихлы херан тут, кас бихлы. Нет, ну, в общем, 2 года, наверное. Он это типа индик жестко таланах программист тем более, кем Женя. Да, тут вообще как бы я иногда удивляюсь. Че кира тогда? Да. Нет, нас в команде разработки всего 4. Вот, но главный архитектор он все равно. Да. И, ну, все это он придумал, на самом деле. А типа по расходам, типа, индик оню бите блин багар эменник характера умайналар чатар бадра воде. Тэ маннык качы булажис кына ханаданы.
Так, Типа мобильный-тан хагалан, примерно хейнин кудугонюга, ну, типа. ну тут, кстати, немножко неправильно. В мобильных играх бывают огромные бюджеты очень тоже, смотря какая игра, в каком жанре. Ну, типа, минимум где хотя. Ну, типа, да. Если, ну, инди-игры какие-то простые рогалики можно делать, которые, ну, это вид сбоку Марио Курдук, рогалик называется. Вот такие, наверное, относительно недорого можно там сделать, ну, в рамках там 500 тысяч рублей, я думаю, можно. Здесь надо еще понимать, что у всех людей там есть как бы свои обязанности определенные, там, ну, семьи, может, ипотека, кредит, там еще что-то. Надо на это смотреть. И если 3D-моделеров, допустим, нанимаешь, вот хороший 3D-моделер, он дорого стоит, у него очень высокая зарплата. И как бы, ну, у нас сейчас, по-моему, самая большая статья это вот 3D-моделер. Типа 3D модели бидон оран бан биддер хамнаханла буда и все да. Типа бидон оран и все, это ну туханаганда или Ну, хайдахта. он может сделать что-то, что ты потом еще используешь, Ага, ну допустим. вот. Но это не всегда так. А, Вот, допустим, по уткам у нас так не получается, потому что они, ну, сильно отличаются утки друг от друга. Вот если бы мне она сделала, допустим, ну, модель черка клактунка, да, я бы не мог на основе этой модели сделать гуся. Вот, автоматом, ну, короче. Где-то, если Видел, они да, спектр. похожи, да, то в принципе можно самому там это делать, но тоже время барона. Это очень трудоемкий процесс. Вот, поэтому, ну, как бы лучше профессионалу отдать, она адресует классно и будет смотреться деньях вообще. А что она 500, она такая средняя цена, типа. Ну, это если вот рогалик делать простой. Вот, а на игры... Это хейнин кудук? Бигейны... Плюс-минус. Да. Ну, бигейны нет много, наверное. Так, и там... Сколько сказать-то? Не знаю, могу ли я говорить, Да. хочу ли я говорить. Ну, больше, чем 500 тысяч, это точно. Много больше. Ну, здесь... Много не хасабида болдун. Халбар кине сака кинетин 4-5 миллионга минимум стокка. Ну, Типа не кудук средний 10 миллионов. Давай скажем, Скамейки, на производство, ну, примерно так. На производство само, на создание игры, наверное, примерно так и уходит. Антон CPR, ну, Вот, да, на это тоже надо же деньги определенные закладывать. Тем более мы же хотим международную историю все-таки. Вот, а здесь как бы на территории СНГ 0 рублей мы вложили за рекламу, насколько я знаю. Ну, может там, ну, 10 тысяч рублей потратили, по-моему. Это какой-то западный паблик был, ну, в плане там, около московский, по-моему, какой-то паблик. Попросили репостнуть, и они у нас там тоже что-то скидку нам сделали. А вот так, когда релиз был, это завирусилось немножко, ну, как-то и вот получилось, запромили. Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, люди скачивали. Описание... Без рекламы, без вообще вообще. без. Ну, просто площадка VK Play, она, видимо, в какой-то момент нас вывела в чарты, я не знаю. Мне один товарищ говорил, что я видел, что вы рядом с этим Atomic Heart стоите. Но я не знаю. То, Atomic Heart это этот шутер такой был про альтернативный постсоветский мир, скажем, такое, что-то такое. Вот. И популярная игра достаточно была. И он говорил, что вы рядом с ним были, но я этого сам не видел лично. Не знаю, может, у всех индивидуально как-то выключено. Но установок мы получили несколько тысяч, и мы такие, чё? Типа, как так вообще? Игра же сырая была. На тот момент она вообще сырая была. Там практически, ну, функционала особо не было. Там можно было утку как бы, ну, подстрелить и достать ее. И все. Больше ничего не было. Там Бельгин тохпары? Бельгин тох дурдевар. Можно вот так устанавливать ее. Получается, регулировать по высоте. И, ну, наверное, лучше сказать, что будет в обновлении. Вот мы, скорее всего, в мае, в апреле. Ну, вот сейчас вот день и ночь трудимся, чтобы выкатить. Там будет лодка, и вот лодка это наша гордость. Вот мне кажется, ни в одной игре такой лодки нет. Мосты, да. Ага, мосты. Айк. Нырк реалистичный он вообще. Типа манк хаимытта. И тебе, допустим, надо лодку развернуть вот так вот боком. Хайгны манк хаимытта, что вот так тебе развернуло. И это у нас так работает. И ты просто сидишь, кайфуешь от того, что ты на этой лодке. Маннык бататахара, маннык тык. Да. Ну вот разные комбинации, типа назад, маннык хайгын. От берега вот так отталкиваешься. Аны баратын кайда оңораваты холора. Ну, мозговые штурмы. Садимся такие, так, как эту механику реализовать? Сидим, изучаем там. Ну, такой процесс. Ну, а потом этот наш гений все это компонует и делает.
Вот, потом, ну, смотрим, первая итерация какая-то там, допустим, и она начинает лететь. Вот у нас лодка полетела, когда мы ее первый раз сделали. Все, мы просто по карте вот так летали. Вот, потом такие, что такое, давай там, и все это дальше разрабатывали. Сейчас уже, ну, вообще супер. Мне прям, я сидел тогда, минут 10, наверное, просто катался вот так по озеру. туда-сюда. Утыгайм, типа, это ута маннык. Ута ныркучай. Аме, ну вот, механа бар. Ута еще бага. Ол барты аныл энжинга бар де, типа. Да, Возможно. возможно. Жестко это. Он эти программаларга типа подписка коды хочу толигутту, эти аныл энжин басходу или туомит маннык олар да тохтан. Так, ну, здесь тоже стоит, наверное, сказать, что это зарубежная компания все-таки, да? И насколько я знаю, у российских разработчиков они сейчас не берут деньги. Вот. А у них, ну, доступ-то у них свободный, они же бесплатно дают. Но раньше они брали деньги, когда продажи игры начинают превышать там определенную сумму. Ну, это там сколько-то миллионов долларов или там 100 тысяч долларов, по-моему. У нас сейчас суммы-то пока не такие. Аннык баланы биллялар де. Возможно, мы пока не знаем. Посмотрим. Мы же выйдем, скорее всего, на Steam площадке. Если там продаж много будет, может, нам придет письмо. Типа, ну вот вы столько-то заработали, заплатите столько. Это Steam'га бу блин таканжат. А то тахсары навыт. Вот. Тахсарыгнагат. Ага, да. У нас планы такие. Хотим в конце года, в идеале. Но посмотрим. Я надеюсь, не придется передвигать еще. Он там блин ВК-га обновление бу Да, сас болот де. да. Он там ВК-га онюден типа оню кудук наман онюгунда. Да? Типа ВК-га хиревин. Нет, это не просто вот сайт ВКонтакте, это отдельная платформа, ВК Play называется. Она, ну, чем-то... Steam кудук тохте. Онюгар хирде. Типа он немножко напоминает, но отличается. Игр там, конечно, поменьше, но в целом можно пользоваться. Если ты не хочешь условно заморачиваться с какими-то там картами зарубежными и так далее, туда можно зайти со своей карты там, через СПБ, через Сбер там оплатить за 5 минут и все, и скачаешь. В принципе, норм. Онюн кас гигабайта. Яханахту яханахту. Относительно онюнга холатах. Вообще я на охмехана. То по-моему, в районе 2 гигабайт она весит. Да. Он там манык телефонга бар. Ты не сможешь запустить у себя на телефоне. Потому что, как я говорил, там у нас искусственный интеллект и очень много вычислительных процессов задействовано. Плюс, ну, графон тоже относительно хороший. Телепен кайбет попросту. Даже на телефон, Не, вообще. Да. Как бы, ну, там видюха нормальная должна быть. Он на 2 гигабайта он яхнах будет. Типа, как это работает вообще? Типа, 2 гигабайта он на онюн яхнах. Ну, это может пока. Потом, возможно, когда мы будем уже ближе к релизу, у нас будет много контента, много видов оружия, больше звуков появится, там еще что-то. Она может вырастет. Но я не думаю, что она у нас будет условно там 50 гигов весить, как современные игры. Многие. 42 вообще, артист обновление 100 гигов им было РБТ. Сама игра 50, еще 100 гигов обновление. Папага им башерей бата была чимде. Ну, Папага Revolution Soccer кимде. И футбол. Халванярнах мына тоғы хончандан де. Ну, я бы не сравнивал свой продукт пока что с такими играми. Все равно это разные масштабы его. Ну, вообще мы думаем, что все будет у нас круто, потому что даже вот на ВК Play, когда мы вышли, без рекламы мы получили такую большую фан-базу, да, по всему СНГ причем. И хорошие отзывы, там 9,6, по-моему, оценка сейчас. Отзывы преимущественно хорошие. Пишут, ну, советуют что-то, типа, было бы интересно, если бы вы добавили еще вот что-то. Сахалар, конечно, пишут, добавьте быт охотника. Типа, вот агатар там. Где? Вот агатар. Все будет. Все будет. Да, черная твой пота, блин. Эми верага хоогин деп кутта, верага хоог ол Женя, да? Верага хоог бартын бәте веретәрин деп. Никене ол Unreal Engine, да? Касыл веретіне қайда. Да, ну не знаю, за полгода, наверное. Ну, сейчас-то мы тоже сидим иногда и типа, так, а как это делать? Ну, изучаем. Как бы мы не полностью его освоили все равно. Там, как бы по ходу юридически. Басқа приложение, это охпаде, басқа ула. Да. Типа любой кеге интернеттах, Unreal Engine қағачайдыр, онна YouTube-ка видеорок барта бар деп көйта. Чаттар, кетатын. Можно. А так, сейчас в Якутске же есть
ребята вроде нас, которые тоже разрабатывают игры, ну, скажем, инди-студии, да, такие небольшие. Вот, просто в другом сеттинге. Многие делают мобильные игры, потому что это в какой-то мере проще, и аудитория большая, ну, потому что игровой компьютер... Но конкуренция жесткая. Конкуренция там вообще нереальная. Многие еще хотят попасть на китайский рынок, потому что если ты попадаешь на китайский рынок, то гарантированно ты там заработал себе на филдер как минимум, потому что супер маленький процент от китайского рынка это уже как бы нормально. Вот. Но там цензура, и ну, сложно туда зайти, потому что дистрибьюторы местные должны быть тоже. Ты не можешь сам зайти туда, открыть свое юрлицо и там продавать. Кине тахара менері гарахан. Да? Ну, кстати, по-моему, голливудские даже какие-то блокбастеры, есть отдельная версия для Китая, они делают. Оны се біргенері лахан Кытай типа ағуынды хәтті өнді бірген алар. Отказ. Билет. Типа Дисней кәлләғаны онлық бірген әтір. Короче, Китайский кине оланы бірісін типа ағаяқ. Типа не күдік тоқтылдар. Ты білелер то, что Кытай рыногар әлбаққа қатшы бар. Оны күдік. Ну вот, нас тоже спрашивали, кстати, а что вы в Китае будете выходить, типа? Ну, у нас игра там как бы такая, я думаю, они не пропустят ее. Вот, у них же там типа нельзя жестокости и так далее, ну типа, они там кровь заменяют на зеленую краску в играх. Ну, не знаю, пока об этом не думали, цели такой нет. Но у нас все равно мы... Изначально цель создания игры — это просто вот наша идея, мы хотели ей поделиться, да, с людьми, с игроками, чтобы охотник зимой сидел, допустим, в декабре месяце пришел с работы и мог зайти, поностальгировать, поиграть. Я надеюсь, что даже какие-то, может, интересные вещи там в игре узнают ребята. Ну, скорее начинающие охотники. Типа булка саганага, блин. Даже были то компас им дев кондуктары инда. Мен холовар хатан бахарса пун холовар компас каче таха. Типа нюга бар буланы бахарса ха дев кондукта. Ну, там скорее с какой стороны подойти к озеру, там, с подсолнечной там и так далее. Вот такой, да. Компаса у нас не будет. Ну, там подсказки, ну, есть, но они сбоку вот так. Получается, слева, тахсачилар. Ну, если ты что-то там пытаешься выйти за пределы там зоны там или там тонешь, еще что-то. Да, то что бартама был холхолуракус, потом кукобах, туртас, таяк катаха, да, бартан, ну если мечтать таха, да. Мечтать таха, конечно. Балык тахы бара. Вот мы все равно там огромную роль имеют деньги. Если мы выйдем, получим большое количество продаж, это будет коммерчески успешный проект, мы постараемся туда что-то еще добавить. Вот, ну, я так скажу, мы вот уже на сегодняшний день провели там большую исследовательскую работу, как это все делать. Если туда добавить надо туртагыди, надо изучать его поведение, как он там перемещается и так далее, как на него охотится. Ну, то есть это еще там несколько месяцев изучения, общения с охотниками и так далее. Вот, а все виды животных просто взять туда, закинуть, и чтобы они все на одной поляне вот так сидели, это не про нас. Это, конечно. Но в некоторых играх есть такое, это очень забавно смотреть. Ты когда охотишься, там, допустим, индейка, и в 10 метрах стоит олень, и еще в 20 метрах этот медведь сидит, короче. Такие, блин, ну это вообще... Бобофанно. Если Чубуку... Ну? Чубуку был тувалла, да. Самый хард этап. Типа, финальный босс. Вот мы, кстати, про это когда думали, мы думаем, что в плане вот вооружения в этом плане будет легче, потому что там одна пуля только летит, и ее траекторию просчитать намного проще. Сейчас у нас вылетает там условно 250 дробей, да, там, и каждая дробь должна просчитаться. Она, вот если от воды они должны отрикошетить и так далее. А если одна пуля, вообще изи. Мы сможем, ну, нормально просчитать, как она полетит, отрикошетит и так далее. Боевой ордуктя, типа, ну, на пуле, да, на пуле проще. А вот с дробью это на FPS в короче, может быть такое. А если пятизарядка, сразу бам-бам-бам-бам, и там больше 1000 дробин может вылететь, допустим, да. И... Пока нет, но будет, не, нормально. Ага, пока вертикалка. Закон курдук исыл боламан 5 тарба болады да. Блин, ну бы-то, кстати, бастыкы саған пятизарядканы хатамы бакын. Но... Там
Бастан дух. Пару лет или 3 года. Ача билин мага хынга дохсолка бабита. Да. Бул бата газ. Кус сезонда калла. Так, видать, Эн очень... бете биремен хова булуйда. Ду кусту таханды. А то Я на работу дирим булуда. можно и так сказать. его. Ну. Не, барых бы надо ходах. Ну, По-любому. это ол тоха барахын надо ба. Халман един да. Ага, халма. Бу будущем биле компанияндан оньока буларды. Типа дугдага кен товарс фанан аларак бутун хапта. Если бы я составлял топ вопросов, вот этот вопрос топ-1 был. Бастага. Ага, все спрашивают, можно ли играть с друзьями. Потому что игры в похожем жанре, там есть мультиплеер, но у нас сейчас его нет. Вот. Потому что мы когда ее начали создавать... Во-первых, мультиплеер — это совершенно другие бюджеты, опять же, да? Там другой подход. А во-вторых, это другой подход к механикам в игре. Как они Просто нуля должны... алохан, да? С нуля гроха надо, и надо всю систему расчетов менять. Допустим, вот как эти дроби там летят толпой, с этой стороны тоже полетит, с этой еще. Все надо это как-то просчитывать, обрабатывать. Это, ну, другие технологии совершенно надо использовать. Бельгинга там мат. Опять же, если мы там супер как бы успешные будем коммерческие, тогда, ну, мы попробуем что-то в эту сторону шагнуть. Вот, и так, конечно, в эту игру было бы интереснее с друзьями играть. Но и сейчас, в принципе, там тоже интересно играть одному. Но Вот. Чувствовать природу. где? Мен нөхм бабудун тока биле быка денистен барамын тохтага там хадырып. Када чо кайда. Буду була. Не, нормально, Биле Джон стриминг карам барамын. Ну, в принципе. Да, хамы тохчен биле кухаган комментарий стивитим ден биле таскаден. Биле тохта кус сохтив где тингундук. Типа булбаттар. И ти проблема диханагунду эбеда фишка денду. Это фишка, фича. Это не баг, это фича, дилер. Это наоборот хорошо, потому что у нас не тир, да? Вот, это же нет такого, что ты в лес заходишь, и там на каждом озере они сидят, тебя ждут. Нет такого. Ну, там есть люди, которые просто бегут, вот, ну, включают этот наш shift, зажимают, да, и такие бегут по всем озерам, и никого нет. Ну, конечно, она слышит же, у нас же, ну, у них там органы чувств есть и так далее. И стербил, что кто-то там бежит, ветки ломаются, все, улетело сразу. Вот и все. Абаннах будет. Вся проблема. Или там просто не пытаются подкрадываться, а этот как-то, ну вот. Типа вон кама халладя. И всё. Как бы она тоже визуальный контакт, и все улетело. Так что... Ача, блин, бу манок кидана баши чокой болу хуевиче. Типа чоко лорон, хир буламу нгаран, багат тиен каледе. Да, ну шанс увеличится, потому что если ты правильно будешь использовать манок, то, ну, как и в реальной жизни, утка будет воспринимать этот звук как звук от другой утки. И, допустим, если летит самец, а ты издаешь звук самки, то он, скорее всего, как бы, ну, среагирует на него. Не бери выкраю какой-то, эти звук тарык. Ну, мы сейчас делаем, ага. Вот, как, ну, все окей вроде пока. В правильном направлении движемся. И если ты ставишь еще чучело, правильно их расставил, это еще может шанс увеличить там. Если неправильно расставишь или как-то дурду неправильно поставишь, она просто может подлететь, тебя увидеть, такая и улетела. Он то типа неправильно ден, типа ол каналастар кудук манчуктар урагатту эбеден. Тоғылыс барасындык буралдар олды. Типа ну бәйтә ну такой дурда кус хакалы барак караргар бу хептен ден эту программу холибукутту эбетер хайдахта. Да, есть специальный алгоритм. Но мы это тоже не сами придумали из головы. Типа, я в детстве так делал, Болбатах. Смотрели тоже. Юретан Хаян. Ага, Юретан Хаян. Есть методички, как это все делается, общались с охотниками и так далее. Там, ну, нет такого, что если ты буквой N поставил, это типа, ну, неправильно или правильно. Тем примерно время аннагар, он обид по бокам, вот тут его манеканти. Ну, или это делаешь, коридор создаешь. Он там манек то тарды гудук биле хамин дальний точке ден манек чук урар баргам кута. Типа биле хан дрова примерно максимум тиен хөп херигер бир манчук уран. А чона же дистанция анчусидугун. Нет, ну такого нет. Ну, в реальной жизни, ну, кто-то так, наверное, делает. Так мы бихану да? Не. Ну, просто я как бы визуально знаю, что если где-то там, то я тебя пин. Типа маннык, дугда манам була. Маннык кустага маннык ура, она чик маннык. И ты уже, бля,
дистанцию. Для себя как маркер туруранда. Типа так, короче. Интересно. Не слышал. Чувствуешь? Ну, мы без этого чувствуем. Нет, интересная мысль на самом деле. Ата Может, бияха попробуем. оннуга та холобра нар биле хогордах биттен бу тардыны бачаура утин деп куту биле. Агалага майдага маныкан. Интересно. Может, попробуем в этом году. Посмотрим. Возьмем на вооружение. Онаттан тох тугуйтлахары биле Екатеру. Екатеру хохте кунтук болбута. Был бы, да. Ага, оны билин элбачан билин даган хохте ханлары болу да. Оны те бу мин тимери тахарым хагана жа ölü şöydüge дайбытын типа бар. Екаты бар ити түгөр тогон неге эбетер инне хеге улаханнык биле жоңга биллер гына бягат аудиторият барду эбетер биле күстә рекламаң рохотун мага бакытту ити Wasana bala hanyati хайдагай. Барата литра работа, Екаты, еда Екаты, домик, доска, домики, афиша. Ну и сейчас еще один сервис будет где-то через недели 3, наверное. Ну, по новостройкам. Сайт. Ну, можно будет новостройках. Именно новостройки. А что ты домик там хамера делают? Нет, он отдельный будет. Отдельно. Вот. Ну, 6 сервисов будет. Но здесь почему закрылся, да? Вообще, почему закрытие было, тут как бы не секрет. Просто когда закон о фейках появился, то Арсен Томский принял решение закрыть News ЕКТ. Независимые СМИ. Ну, это, я, грубо говоря, повторяю то, что он там писал, да? Он сказал, что, типа, ну вот, закрываю независимые СМИ, которая много лет проработала. И вслед за ним просто эта история для него никогда не была коммерческой. Вот ЕКТРУ, вот этот портал. Да. И поэтому вслед за ним он объявил о закрытии портала, но он спрашивал, что делать, ну, с сервисами, как бы, ну, мы сидели, думали, что делать, но мы говорим, пользуются тысячи людей, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей пользуются этими сервисами. Ну, если я сложу количество людей в этих сервисах, там точно количество города выйдет, там очень много людей пользуются им. И, ну, решено было оставить, пускай работают, и они все это время также продолжали работу, но как будто, ну, они работают, но как будто закрылось, ну, вот, типа, непонятно, да? Типа без папы девку. Да, было вот как-то так, и у меня вот сосед тоже говорит, так ЕКТ же закрылся, да? Я говорю, ну, портал, да. Он говорит, а чего у меня приложение тогда работает? Я говорю, ну, это же отдельно. Вот, и они, эти сервисы, они как-то чуть отдельно развивались. Они были, ну, коммерческие сервисы, а вот та часть, это была более социальная, наверное, там, News и так далее, да. Вот, закрылись. И в прошлом году мы, получается, нас 5 учредителей. Вот, и, ну, вот я один из учредителей тоже, и я этот генеральный директор сейчас. Они учредители, остальные вот 4, они как бы тоже принимают участие там в деятельности компании. Ну, мы там созваниваемся раз в 2 месяца, в месяц. Я им рассказываю новости, чем-то делюсь и так далее. Все ветераны компании, все, там, я вот 8 лет проработал, да, в Синете, они еще дольше. Там есть один сотрудник, он, по-моему, с 99-го года занимается этим вообще. Он программист. Ну, он создавал этот портал, грубо говоря, один из создателей. И в прошлом году, ну, мы Арсену предложили, типа, давай, вот мы в таком составе выкупим. И он согласился, прошли там определенные бюрократические процедуры, и, ну, все. Теперь как бы мы как независимая компания работаем, но мы об этом сильно так не говорили. Во-первых, потому что я не думаю, что это сильно интересно людям, что типа, ну там владелец сменился, и это теперь вот 5 ребят, да? Ну типа, ну ясно, типа такого. Вот, и зачем нам об этом там сильно говорить? Мы пришли и первым делом посмотрели на состояние, где что надо подтянуть. И там в основном надо технические работы провести. Где-то там обновить сервисы, новые фишки какие-то добавить и так далее. Вот, как бы. А в плане там пиара, чтобы там сильно кричать, ну пока нет, потому что аудитория достаточно большая все равно сейчас. Так, если спросить, ЕКТ.ру знаешь, да, что типа работает? Нет, не знаю. А доска ЕКТ ты пользуешься? Да, пользуюсь. Да. Вот типа такого. И мы такие, ну окей, типа. Вот. А многие же воспринимают еще ЕКТ.ру как этот портал, вот это вот все. Ну, мы теперь другая компания, все равно надо признать. Это не так просто, что владелец сменился у нас, как бы
полностью другая компания. И раньше, если во главе всего стояли вот новости и форумы, то сейчас нет. У нас сейчас вот коммерческие сервисы полезные там для бизнеса, для физиков и так далее. И ну пока все хорошо, все отлично. За время, пока нас не было, появились новые ребята в этой сфере, получается, появилась конкуренция локальная. Если раньше это были федеральные конкуренты только, там типа Яндекс, Delivery Club, там еще кто-то, то сейчас есть местные ребята. Ну, я со всеми знаком лично, со всеми как бы в хороших отношениях, там и общаемся, делимся там новостями, там что-то подсказываем, встречаемся иногда на каких-то айтишных тусах, конференциях и так далее. Вот. Ну, прикольно, потому что это означает, что IT в Якутии теперь будет всегда, я так думаю, ну, это мое мнение, что теперь это всегда будет, всегда будут создаваться стартапы какие-то, всегда люди будут пробовать делать игры, потому что есть у нас два крутых примера. Это вот InDriver, международный проект, ну, нереально крутой, большой, да, и Майтона. Вот, и как бы обе компании вышли из города с населением меньше 1 миллиона человек, да, и теперь международные крутые, их знают по всему миру. Ну, тогда, а почему мы не можем? Давайте, и тоже сейчас это все делают. Тем более, эти методички, скажем так, как это делать, ну, примерно уже люди знают. Если раньше они были первопроходцами, да, там где-то шишки набивали, то сейчас примерно уже ты знаешь, как это делать. Ну, плюс-минус. Вот, главное, там, ну, там, я не скажу, что главное, очень много всего на самом деле. Антон, типа, баглах, конкретно сарки, хитихенапо. Ну, я думаю, да. Я думаю, это помимо этих двух проектов будут еще, которые выйдут из Якутии и станут как бы популярны. Да. Видео таволла пола се таволла тахпа. Видео тахпа китаво. Ихис точно. Вот, ну а в какой сфере или что это будет, посмотрим, поглядим. Может, тоже игра какая-то выстрелит. И потом эта инди-студия превратится в еще одну Майтону. Крупная компания может станет какая-то. Ну, я не знаю, там у каждого какие цели. У нас, допустим, мы об этом не думали. Типа, что будет, если мы будем там супер успешная, допустим, игра там продастся миллионным тиражом, там еще что-то. Что будем дальше делать? Мы об этом... Да. Просто, мечта бы. Ну да, если в первую очередь мы обрадуемся, что типа игра людям понравилась, оценки там высокие и так далее. А типа, а давай потом построим империю, там, создадим еще одну Майтону, нет такого вообще. Да, барда нека карата. Типа, ванна искиттен моян тагастагана. Он тогда хох эльбарбахым девкундукта. Типа, с желанием заработать девкундук. Ну, такого нет почему-то. Это тох зидей бы before then тох тахута де айданах, да? Эти не картык комментарийдан тох хайдах болдан девкундук. Это сложно говорить что-то, да, про этот проект, потому что я, как и многие, ждал его, посмотрел трейлер и типа, ну, классно. Но уровень. Очень ждали, и у меня ребята знакомые работали в этой компании. Ну и получилось то, что получилось. Его многие называют крупнейшим провалом в истории игровой индустрии вообще, в принципе. В целом, да. В целом, по всему миру. Это не я придумал, это вот, короче, СМИ, которые специализируются на геймдеве. Некоторые, ну, вот такое говорили. И это обидно, потому что ребята-то из Якутии, и хотелось, чтобы они добились успеха так или иначе. Вот. Но, к сожалению, у них не получилось. А причины, по которым у них не получилось, разбирали многие тоже там СМИ. Но я так понял, основное – это нехватка опыта в плане менеджмента, управления как бы персоналом, да. Большое количество людей работало у них в команде, и, видимо, не смогли как бы распределить ресурсы, обязанности, еще что-то. И тем более замахнулись на очень, ну, планка высокая была, очень AAA проект, международный мультиплеер и так далее. Наверное, стоило начинать, ну, если говорить, типа, что можно было сделать. Можно было там проект поменьше сделать как-то. Ты были в Баратабо будем конечно ораттан калан тахаде укудук буде. Да. Можно было, наверное, поменьше проект делать, там не так сильно этого. И если у тебя нет опыта в какой-то области, то надо привлекать экспертизу со стороны, я считаю. Возможно, надо было хантить людей,
из каких-то крупных студий, типа там, не знаю, Blizzard, Activision. Оттуда. Привлекать те. Да, ну как адвайзеров можно было звать, ну как консультантов, да, скажем. Либо вообще в штат брать таких ребят и ставить их на руководящие должности, чтобы они помогали какие-то процессы выстроить. Все равно это как бы это игра, да, и это все равно как бы коммерческий проект все равно. И там есть отделы, есть обязанности, есть задачи, есть дедлайны и так далее. И вот там что-то пошло не так. И надо было, я думаю, людей привлекать со стороны. Вот мы сейчас тоже привлекаем людей со стороны. Есть, ну, вот есть какая-то механика, она супер особенная, и никто не знает. Мы пытаемся найти человека, который эксперт в этой области, как бы созваниваемся и просим помощи. Где-то там, ну, если заплатить надо, окей, лучше заплатить, но зато он объяснит, как это работает. Даст уроки какие-то, может, там, заметки свои скинет. Вот, и ты потом сделаешь нормально, чем очень коряво, это все будет забаговано. Вот, ну, а так я надеюсь, что эта история, она разовая, про нее все забудут. Ача эти компания все там оготен тахан хепту хайдах ты или вообще типа лавка закрыта до хайдайда. Ну, я слышал то, что они закрылись. Там спустя, по-моему, 2 недели после релиза они объявили о закрытии. И потом они оставили часть команды, остальных, ну, как бы просто распустили. Там же многие еще были неофициально оформлены там, по ГПХ, там еще как-то. И сказали, что мы будем новую компанию создавать под другим названием и делать мобильные игры. Вот. Ну, я слышал это от сотрудников бывших. Я с ними в самолете случайно пересекся. Вот, а так этот, ну, отстой, что. Вообще есть много игр, которых, ну, люди ждут, да? Они входят, и оказывается, что игра, ну, ожидание, реальность, да? Она вся забагованная, нас обманули и так далее. И вот можно в пример привести, наверное, Киберпанк от студии CD Projekt Red. На релизе она была, ну, просто неиграбельная. Она была отвратительная. На некоторых консолях она просто не запускалась. Тоник было, Ну, там прокомментировали они так, что инвесторы, которые дали деньги, они подгоняли по срокам, что вы обещали к этому сроку зарелизить, так что давайте из продукт сырой, и им приходится уже, потому что у них обязательства договорные. Вот. Кстати, это одна из причин, по которых мы ни у кого деньги не берем. Независимость. Ну, слава богу, что у нас есть такая возможность. Типа в долг лаха, типа сроки деп была бы, да? Холовра бихиме тимере типа хачига есла бут. Буна ол еспидин сайынгалы төгөн рахта ахмет. Олехин прокака түргән тахып нада. Жиңа тахып боллар. Кимтен де башы хантан да есе бу тахып боллар. Ну күнгү фестивальный сезону кетехети. Деп курдук бу да. Холовра бихека ол ев футбола ме хасча ханур кухан тахыбда. Хилбекки хеду Хилбеби доханны башы сырой. Оно Кадедик болар диханырытым. Оказывается, индиктен де. Хем простой хаваса битта причина. Причина простой. Ну, люди везде одинаковые. Нет такого, что там, если это Blizzard, то там 1000 сотрудников, они все супер крутые. Нет, ну там в каждой компании есть ленивые люди, есть безответственные люди, есть токсичные люди и так далее. И вот как бы, ну, смесь различных факторов может на это повлиять. Ну вот Киберпанк удулахана него, да? Да. У Киберпанка это были, ну, как они сказали, инвесторы. Не знаю, что там было. Наверняка не только одна причина. Что-то еще было. Тоже, может, они с движком не справились, там еще что-то. Может, там тимлид главной разработки был там некомпетентный, еще что-то. Разные причины могут быть. Это типа орлохан компаниялар генник болар дем Да, типа. конечно. Но они, Никто не в их оправдании, они за 2 года они исправили игру, и сейчас она в хорошем состоянии, у нее хорошие дополнения вышли, DLC, и, ну, как бы люди очень хвалят. Я сам ее тоже прошел, после того, как они баги все пофиксили. И это, ну, как бы, не то, что, типа, молодцы, но они вот исправились, они реабилитировались, и фанаты сейчас, как бы, их поддерживают за это. Также Ведьмак 3, вот, у них тоже игра была от этой же студии, тоже вначале была не очень, но сейчас эта игра имеет звание одной из культовых игр вообще в истории ну, игровой индустрии. Типа, ну, там вообще нереальная фан-база огромная. Ну, я тоже вот фанат этой игры. Раз 5 ее, наверное, проходил. А на релизе она вообще невозможно было в нее играть. И я не знаю, по каким причинам вот ребята из Фантастика не сделали то же самое. То есть они могли, наверное,
за какой-то период тоже исправить, но не стали. Вот, ну, эти расследования разные есть в Ютубе. К сожалению, там миллионы просмотров, и там комментарии, конечно, тоже ужасные. Мы, кстати, когда выкладывали ролики, там пару человек писали, типа, о, это же якуты. Типа, у них по-любому тоже скам-схема какая-то, мошенничество, на релизе будет фигня и так далее. Типа такой статус уже ярлык баларыгын деп. Баларыгын, да, но я надеюсь, он быстро... Тажы доктурин. Ага, да. Ну, кстати, там некоторые комментарии были, как бы в поддержку нас, что, типа, ты не сравнивай одно с другим, это совершенно разные проекты, и здесь не может быть такого же сценария. Ну, я не знаю, зарекаться не будем, конечно, но я надеюсь, что на релизе у нас игра будет, ну, в хорошем техническом состоянии. Ну, тандык олана да. Онтон да, бу көрәчиләргәнан, бу әдәрчәттәргә холовра, бу оню морон андойдуга билләкәһә. Да? Вполне. Вот, холовра. Анан кытатын күнү дагыттар. Беретин комментарий хергир, ким тугумент мандыгы дегенден багар умая ханчар кихиба болана, багар бу настал момент болу тугура аярга улахан компания ду тохту тренерге. Ну, караттан хагала дем болла бата да. Онтон биремебит хин чуга хата бохлак, Владислав киләһән чуккар. Мактал осанан тан бу биле камсаһын эгин кытта ме атын жону кытта биси генерал жанде. Олгондук була мен бу кине гетигер камсаматан болар ин кыттагана бисем ховата. Онтон энеме деп кудук болда манны кырсы хова деп анан биси питен хаберебин. Гонда подкастка жолжытты этенге келбикер мактал. Онта бән томет этенда булахана. Вообще, это тоже интересная история, потому что я же фанат твоего творчества, и мы с друзьями вот эти короткометражки у БГТ пересматривали, ну, я не знаю, раз 100, наверное, точно. В любой точке Земли, где мы не были, в какой-то момент появляется мысль, а давай пересмотрим. Сначала вспоминаем, потом, а давай пересмотрим. Пересматриваем, и как бы, ну, это классно. И тоже этот фильм «Тимир» я посмотрел. Недавно вот с друзьями собирались, тоже очень понравился, и подкаст тоже классный. Я надеюсь, что будет развитие вообще, ну, я патриот своей республики, я хочу, чтобы она развивалась во всех направлениях, IT, киноиндустрия, музыка, там, неважно, да, и также вот подкасты, YouTube-каналы, хочу, чтобы развивались, и вашему каналу тоже желаю успехов, побольше интересных гостей, может потом разные какие-то другие сферы вообще будут. Главное, чтобы людям было интересно, чтобы комментировали, тоже как бы был фидбэк какой-то, что это окей, это не окей и так далее. Вот, поэтому спасибо за приглашение, я впервые на подкасте. Да, мақтал. Мақтал. Секунд доктор, лайк, подписка, Влады хөвләү жаңа отдельно Влад лайкты тұраран, комментарийға хұрыярын, онаттан бұл чүт онюға ме пожелаем успехов, кәтәхәбет, онаттан тағыстағына онюқ бұд жабы хұрыға кәкәсәтін ехттім бірі кәлеқпет. Ча, подкаст бұдын деміктеқа. Четко, интересно было. Вообще. Ну, я надеюсь. Нормально так? Четко, да? Булчут? Булт. Булт. Булчут, Әме булчут десін, да? Оню атын орда. Блин, в тегах булчут теханал. Нюгум батыр, да. Первая игра. Они тогда назывались же по-другому, не Майтона. Сулус Геймс. Сулус Геймс. А у готовцев же это было же, да, такое? У Готовцевых была игра одна, по-моему, там во сне надо было ходить, предметы искать, что-то такое. Говорят, очень клевая, популярная она была. И у него был такой, типа, успех тоже как бы. Вот это после этого проекта они вот взяли The Day Before, получили инвестиции и начали делать